Ребята нашего эскадрона слышали женский голос на той стороне Дона. Она просила, умоляла нас, чтобы мы ей помогли перейти на наш берег. Взяли ее на лодку и спокойно вернулись обратно. Мы ее передали в штаб полка, а потом нам говорили, что она была заслана специально немцами к нам в тыл. Ее разоблачили. Это воспоминания из личного дневника ветерана Великой Отечественной войны Магомеда Келигова. Только спустя 40 лет он завел вот эту тетрадь, в которую начал записывать все, что помнила его память о днях военных сражений. Она, на удивление, оказалась цепкой. Магомед практически в деталях мог восстановить каждый день, проведенный на фронте, и все события, которые там происходили. Все его записи, вырезки из газет, награды и фотографии бережно хранит семья Магомеда Келигова. Теперь это могут увидеть и гости музея. У него есть 3 папки вырезки из газет до революции про наших земляков, во время революции и Отечественную войну. Вот эти вырезки есть. О своем вспоминании, то, что писали другие про фронтовиков, эти записи у него очень много. Потом он также на ингушском собирал и сам выучил ингушский язык, и любитель был писать на ингушском. В 1938 году Магомед Келигов поступил в планово-экономический техникум, но смог проучиться только 2 года. После смерти отца ему пришлось вернуться домой и начать работать. В 1941 году Магомед оканчивает педагогические курсы и направляется на работу учителем в Малгобекский район. Но в июле того же года он отправляется на войну. Потом после этого служил 4-й кавалерийский кубанский казачий корпусе до 1943 года. Он воевал в Сталинграде, в Ростовской области, форсировал Днепр. И где-то под Ростовской областью был ранен в голову. После этого где-то в 1943 году направили его в военное училище, город Щадринск. Там закончил военное училище, продолжал дальше воевать. И вот так он прослужил до окончания Великой Отечественной войны. В феврале 1945-го был демобилизован и сразу поступил в военную академию. Но после окончания 1-го курса узнали, что он ингуш. Его отчислили и отправили вслед за своим народом в депортацию в Казахстан. Его разжаловали, отправили в Алмату. По прибытии он родственников своих не нашел, ходил, искал, потом он узнал, что мать, братья остались на Кавказе. Он их вызвал в 1946 году. Устроился работать в колхозе до 1947 года. Оттуда переехали они в Жамбульскую область, Чувский район, село Ворошиловка. Там работал за складом. До 1959 года жили там. И в 1959 году мы вернулись на родину. Своего брата Магомеда Алихан Келигов не помнит. Он был совсем маленьким, когда брат учился, а потом уехал на фронт. Увидел его только в 1946 году в Казахстане. Он запомнил его всегда работающим. Магомед Келигов всегда давал напутствие брату, говорил, что необходимо иметь образование и обязательно пойти служить в армию. Все время старался убеждать нас, учиться надо, воевать, в армию надо после окончания школы идти, в армию надо. Он любил армию, армейскую одежду. Семья он был как отец наш, потому что он был старше всех. Сотни фотографий приносят в Музей краеведения родственники участников Великой Отечественной войны. В каждой семье хранят память о своих близких, которые воевали на фронте или трудились в тылу. «Лица Победы» – проект, объединяющий судьбы поколения, героев суровых 40-х и их потомков. Родственники сдают эти документы, мы их оформляем, вбиваем в программу. У нас есть специальная программа, куда вбиваются эти документы. Называется «Камец» эта программа. И до каждый документ там уходит минимум час. Нужно описание научное делать, вбивать их. А потом эту информацию мы отправляем в Москву. И также мы вбиваем их в списки наши, делаем запросы на них и вбиваем эти же данные в проект, действующий «Лица Победы. Дорога памяти».
Для многих из нас Великая Отечественная война – это история страны, история семьи, и лишь для совсем немногих она осталась далеким и тяжелым воспоминанием. С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны остается все меньше и меньше, и наш долг – показать им, что они не забыты, что нет предела нашей благодарности им за все те жертвы, которые они несли ради мира на земле. Светлана Томова, Мэрбек Межоев. Новости 24.